Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв. За и против». По понедельникам в этой студии мы обсуждаем важные для республики темы с гостями и приглашенными экспертами. С вами Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Сегодня мы обсуждаем тему, которая для некоторых наших телезрителей может показаться праздной или несерьезной. Закроются ли кинотеатры? Ну, сейчас в век интернета традиционные кинотеатры кому-то кажутся пережитком, потому что практически у всех дома есть домашние кинотеатры, можно смотреть кино, не выходя из дома, и закрытие кинотеатров кажется уже не таким прям страшным событием. Но только не у нас в Якутии, где есть свой кинематограф, своя киносеть, и закрытие кинотеатров для нас может оказаться катастрофой, началом гибели нашего любимого детища, якутского кино. Поэтому трудности, с которыми сталкиваются наши кинотеатры, это не просто отраслевая или какая-то локальная проблема, это серьезная проблема. Ну что ж, согласны ли наши гости с тем, что в Якутии кинотеатры – это больше, чем просто киносеть? Давайте начнем с самих кинотеатров. Да, действительно, наши кинотеатры, это не просто средства для развлечения населения, да? А на самом деле наши кинотеатры приносят ощутимую прибыль нашим же кинопроизводителям. То есть без кинотеатров очень сложно будет выживать и производителям кино. Тут одно другому помогает, да? Если посмотреть даже какую-то статистику, сборы с кинотеатров приносят основную прибыль производителям кино. К сожалению, фильмы, которые выходят в онлайн, они только на онлайне окупиться практически невозможно. Львиная доля доходов кинопроизводителей все-таки лежит на кинотеатральном прокате. Да. В данном вопросе я все-таки поддерживаю Сергея, который сказал, что кинобизнес у нас в Якутии, он не просто так появился, он почти что национальное явление. Это вообще, можно сказать, даже паровоз нашей вообще культуры. Сейчас только кино, вот Сардана мне не даст соврать, она скажет потом. Только кино сейчас в якутской культуре известно больше, чем любые другие, скажем, я не в обиду, конечно, сказано, да, но впереди всего идет кино. Но пришла пандемия, она ударила нам больно, вообще ударила, но оказывается еще больнее. Удар в этом году, конечно, мы вообще в таком положении, что правда могут закрыться очень много кинотеатров. Уже планируют закрыться по России, по словам. Это сети, которые большие сети, имели по 20 кинозалов, в Москве, в других больших городах. Они уже половина у них не работает. Половину они просто закрыли залы, и только в половине залов показывают. То есть уже почти закрылись большие киносети наполовину. Дойдет это дело до двухзальников, трехзальников и однозальников, но это вопрос просто времени. Если мы дальше будем продолжать, конечно, ничего не делать в этой области, то скоро все может и закрыться, и мы будем смотреть только интернет-кино. Это может быть запросто на самом деле. Но для этого мы, наверное, есть, чтобы какие-то придумать новые подходы. Ну, и я знаю, что якутская киносеть, она, собственно, создавалась практически, благодаря тому, что люди в улусах хотели смотреть якутские фильмы. Да, на самом деле так. Вообще, когда мы начали развивать нашу киносеть, мы ее создавали. Мы единственная киносеть в России, которая имеет некоммерческую форму собственности. То есть мы пошли тем путем, что это не только бизнес, а в наших населенных пунктах это больше социальное явление. То есть наши жители республики очень хотят смотреть и свое кино, и зарубежное кино. И вот мы за очень короткий период открыли довольно большое количество кинотеатров. Вот практически во всех районах у нас остались только арктические улусы, в которых очень сложно с интернетом и так далее. Поэтому со временем, я думаю, что там тоже появится публичный кинопоказ. А сколько кинотеатров входят вообще в нашу киносеть, для понимания наших зрителей? Вообще в республике на сегодня действует 41 кинотеатр.
с 51 кинозалом. То есть есть многозальные кинотеатры, есть, ну, в основном у нас однозальные кинотеатры. И в основном кинотеатры располагаются при учреждениях муниципальных, домах при домах культуры. культуры, да. Кинопоказ осуществляем в основном там. Поэтому те кинотеатры, которые работают при КДУ, они, в принципе, не сильно сейчас пострадали в отсутствии и фильмов, и санкционных, и санкций, и пандемии. Да? Ну, То потому есть что залы эти есть чем занять. ограничения были. Не то, что там нету текущих расходов по содержанию, тому же отоплению, аренде, и зарплатам работников. Поэтому, в принципе, вот большинство наших кинотеатров, они сохранятся. Ну вот Ассоциация владельцев кинотеатров России выпустила официальное заявление. Да. В нем представители ассоциации выразили обеспокоенность будущим отрасли из-за санкций и выразили надежду на господдержку. Итак, высока вероятность, что отрасль не выживет. Гибель может случиться уже в 2022 году. Надеемся, что Фонд кино и Минкультуры Российской Федерации начнут разрабатывать меры поддержки. И обращаемся к правительству России с просьбой финансировать индустрию. В ассоциацию владельцев кинотеатров входит более 700 кинотеатров. Это более чем 2600 кинозалов. Да. Совершенно правильно вот, поднимают тревогу, потому что очень трудно большим кинотеатрам, которые имеют и большие расходы, конечно. При уменьшении количества зрителей сразу доходы упали у всех вдвое, у некоторых втрое. И это уже 100% грозит им банкротством. Это вот слово такое, которое мы никогда давно не слышали, оно может уже появиться. Но на самом деле сейчас, мне кажется, надо больше финансировать, если уж на то пошло, вот если Министерство культуры слышит, больше производства. Деятели Владимирович, культуры здесь, всегда да. говорят, что им денег не хватает. Да, не-не-не. Производство лучше финансировать, чем сами кинотеатры. Хотя пусть это будет мне самому во вред, да? Ага. Но производство, оно главнее сейчас, чем сами кинотеатры. Потому что если не будет производства, то и кинотеатры, честно говоря, они вряд ли будут кому-то нужны. Наверное, спросим у производителей, с какими трудностями столкнулись кинопроизводители в условиях санкций. Как производитель, конечно, мы должны все больше и больше выдавать на кону продуктов, потому что это цепочка взаимосвязи кинотеатр и производство, это как бы неразрывная связь. Есть производитель, есть, соответственно, место, где мы показываем кино. Бесспорно, что у нас вот есть свои замечательные и старинные кинотеатры, и частные кинотеатры в городе Якутске, которые собирают вот как раз кассу. И вот эти цифры большого сбора, то, что у нас были, это все благодаря нашим этим крупным залам, скажем так. Есть вот республиканская киносеть, но в большей степени, конечно, сборы происходят в городе. Но, однако же стремление вот расширить эту сетку, это очень замечательно, потому что в первую очередь, конечно, я соглашусь с Петром, все-таки кино якутское имеет больше, скажем так, вот социокультурную значимость, да, потому что кино – это такое явление, которое доступно всем, понятно всем, любого возраста человек может выбрать себе контент, сходить, посмотреть и развлечься, скажем так, да, и потом еще через кино уже можно вести какую-то вот воспитательную, образовательную работу, тем более сейчас с этой ситуацией мы, конечно, должны через кино, потому что один из самых таких вот гибких, понятных видов искусства. Поэтому я, конечно, вижу и читаю очень много, и видно, что и правительство нашей огромной страны, и правительство республики сейчас будут делать шаги именно в этом плане, поддержать производство, потому что должен быть контент, в первую очередь, для подрастающего поколения, должен быть контент, соответствующий реалиям нашей как бы, ситуации, да, и все это должно, естественно, доходить до зрителя. А как все это будет проходить? Я надеюсь, что все это встанет на рельсы, в первую очередь, тогда, когда мы примем закон о кино. Мы сейчас как раз первое чтение прошли, может, кто-то слышал законопроект о поддержке кинопроизводства Республики Саха. Может, кто-то удивится, почему такой закон сейчас. Ну, как бы, на самом деле, процесс этот начался в прошлом году, никто не знал, что будет такая ситуация. Просто задача была иметь нормативно-правовой как бы акт, потому что есть кино, а вот на что опереться нету. Также, да, как бы, получается, ты есть, но официально нигде как бы не заявлен. Вот поэтому из этих соображений мы запустили этот проект, законопроект. Первое чтение прошло, возможно, при втором в Вильтюмене все хорошо будет, и мы пройдем. Это первый момент. Второй момент, вы, наверное, слышали, что есть субсидия. Вот благодаря Министерству культуры и стараниям самих производителей с 2020 года по инициативе главы даются субсидии на кинопроизводство. Это конкурс для независимых, скажем так, частных студий, которые подаются на этот конкурс, друг с другом как бы конкурируют и получают
деньги на производство. Вот. И дважды уже выделялись средства в 2020-2021 году. И сейчас очень многие ожидают вот 2022 года, потому что 2020-2021, мы знаем, это были сложные пандемийные года. Но, однако же, якутское кино производило, как ни странно, в это время. Очень много фильмов было снято. И даже сейчас у нас такое ощущение, что в этом году, в 2022 году, как бы кризисный год, но у нас в очереди очень много фильмов на выход. Что, конечно же, опять же спасает прокатную, как бы, да, А сколько историю. примерно фильмов на выход? У нас ежемесячно у нас получается по одной новинке фактически. А вот в июне, например, сколько я знаю, по минимуму, сколько там, 2 картины, например, планируется. 2 июня это «Джулур». К концу месяца планируется «Охота на север», возможно. Мы еще возвращаем старую картину «Ортодойду», которая была снята на пленку 30 лет тому назад. Решили ее оцифровать, сделать такой подарок для зрителей, потому что в этом году Сахафильму исполняется ровно 30 лет. Мы, как производители, конечно, стараемся, чтобы был контент, он производился, но все зависит, конечно, опять же, от денег в первую очередь. Потому что без производства, То без есть у нас денег... производство есть, Да. фильмы в очереди Да, есть. ну всё Сейчас благодаря- все зависит от проката, да, все упирается в Нет, прокат. в первую он очередь, будет? конечно, В первую от очередь, финансирования. Финансирование, естественно. Благодаря Да. тому, что теперь выделяются деньги из бюджета. Да. Вот, то есть Есть в ежегодно... этом году деньги эти или нет? Да, Владислав Владислав Владимирович, Владимирович. 80 Пока еще миллионов. нет. А? Все вопросы ко мне. Да. Ну, я сначала хотел бы прокомментировать, вот, насколько вообще актуальна проблема, да, поскольку, конечно, если кино мы не будем показывать в кинотеатрах, от этого будут страдать не только те, кто ходит в кинотеатры, но и те, кто вообще смотрит кино. Потому что кино может остановиться. Это действительно вот, угрожающая ситуация, поскольку это было в 90-е годы, когда кинотеатры были пустыми, они стали переоборудоваться под рынки, под магазины, и не было просто кино. Оно не появлялось ни на телевидении, ни в кино, нигде. И, как вот было сказано, действительно, наши кинопроизводители, они получают доход от кинопроката. Все взаимосвязано. Здесь нельзя сказать, что что-то важнее. Это все одна единая система. Если мы платим 100 рублей за билет, то 50 рублей идет тому, кто произвел этот фильм. Да. А, естественно, если он вложил, то он хочет получить результат, ему нужно развиваться, ему нужно думать о том, как свою команду тоже обеспечивать заработной платой. И от этого зависит, будут ли новые проекты возникать вообще. Поэтому вот эта вот ситуация, она, конечно, может сказаться негативно. И надо сказать, что мы в этом отношении правительством начали с марта вырабатывать меры поддержки именно кинопроката. У нас был принят план по поддержке кинопроката. После короткого перерыва на рекламу мы вернемся в студию к обсуждению нашей темы. На самом деле на федеральном уровне еще таких вот мер именно по ситуации, связанной с импортозамещением, в части кино пока нет. А какие Поэтому меры? Мы разработали там Придумали. близкосрочные, долгосрочные Ага. и Не, ну как среднесрочные. конкретные Ну, какие-то. например, касаемо, допустим, самые актуальные, это сейчас внедрение Пушкинской карты. Пушкинская карта как механизм, который позволяет ну, вот, аудитории от 14 до 22 лет через бюджетное финансирование посещать учреждений. Чем больше кинотеатров, чем больше фильмов мы включим в эту систему, тем больше у нас возможность, ну, как бы, получить доход от нашим кинотеатрам. У нас сейчас 14 кинотеатров подключены к этой системе. К сожалению, даже в Якутске не все кинотеатры подключены. У нас подключены только Лена и Азия. Это тоже, ну, как бы одна из мер. Всего там у нас, ну, порядка 30 мер, и надо сказать, что они не все, конечно, заработали. Есть еще сложности. Мы хотим, допустим, вопрос подключения к Пушкинской карте, он требует тоже вложений от кинотеатров. И кинотеатры несут расходы определенные, в том числе ежемесячные расходы. Мы хотели бы возместить кинотеатрам их расходы, вот, первоочередные, которые они подключаются в эту систему. Посчитали, какая есть потребность. Вот сейчас еще работаем в этом отношении. Это еще, конечно, нам предстоит решить. Конечно, очень нужна маркетинговая тоже поддержка, в том числе от средств массовой информации, от телевидения, поскольку у нас, надо понимать, что сейчас после пандемии открылась возможность вообще разнообразного досуга, и люди пошли просто отдыхать.
Они пошли на площади, на массовые мероприятия, на спортивные какие-то мероприятия, чего не было. Не было у нас ни катков, не было ни, вот, скажем, уличных, площадных мероприятий. Это появилось только сейчас. Им сложно, может быть, находиться сейчас в закрытом помещении. Ну, как бы здесь много обстоятельств, и мы тоже их обсуждали, что именно еще вот влияет на людей. Может быть, не хватает хороших, позитивных фильмов. Это тоже как бы нужно учитывать. У нас, вы помните, якутское кино началось во многом там, благодаря вот, компании «Детсад», да, которая производила кинокомедии. У нас комедий нет. У нас, когда приходишь в кино, выходишь в каком-то стрессовом состоянии, да, Ну, кого финансировали, есть, да? то и получили. Такое есть на Я самом так деле. понимаю. Поэтому, ну, кинопроизводителям, значит, тоже нужно как бы думать, каким образом может быть поменяться с тем, чтобы вот молодежную аудиторию привлечь от 14 до 22 лет, потому что эта аудитория, она специфическая, с ней нужно тоже уметь работать. Если Голливуд, он был заточен именно на эту аудиторию, и все вот эти вот блокбастеры, стрелялки, экшен, фантастика, оно все было именно как раз для этой аудитории. Вот сейчас нужно предлагать этой аудитории что-то, чтобы она была заинтересована, хотела, рвалась в наши кинотеатры. И это наша совместная работа. Мы, конечно, работаем с нашими коллегами из Минпреда, из Минэкономики, из МинЖКХ, с тем, чтобы, допустим, ну, вообще какой-то щадящий такой режим был для работы кинопрокатных учреждений, поскольку, ну, есть очень жесткое федеральное законодательство, где там, скажем, какая-то копейка недоплаченная в пенсионный фонд, и сразу же закрывается счет у предпринимателя. Да? Мы, ну, в этом отношении тоже вот внесли свои предложения, отрабатываем с ними, где-то получается, где-то не получается. Все это вот как бы сейчас еще очень зыбко. Конечно, мы все следим за политической ситуацией и хотели бы, конечно, чтобы, ну, вот в ближайшее время что-то, вот, скажем, произошло такое, чтобы поменяло кардинально вот ситуацию. Мы очень на это надеемся, я думаю, что все на это надеются. Но субсидии сохранятся на прежнем объеме в этом году, Субсидии, ну, вы знаете, На они каждый производство, год, я имею в виду. они каждый год сохраняются. У нас еще в связи с тем, что мы выпускали документальные фильмы, у нас, в принципе, объем субсидий был значительный. Но его каждый раз нам нужно вносить как дополнительную потребность. Оно не заложено в программу. Там есть очень много таких вот наших внутренних проблем. В этом году будет финансирование конкретно у нас есть фильмов или поручение, нет? мы вносим его как дополнительную потребность. У нас в госпрограмме оно, к сожалению, еще на регулярной основе не заложено. То есть нет. И мы, да, мы каждый раз вносим, правительство нас всегда поддерживает, и есть поручение от руководства республики. Но мы уверены, что это будет, но как бы в какие объемы и когда, еще неизвестно. А вот самим кинотеатрам чего хотелось бы, чего не хватает финансирования? Самим в каких кинотеатрам, если вот, направлениях? например, подойти, вот центральный, это муниципальный кинотеатр. У нас было 2 муниципальных кинотеатра, это Лена и Центральный. Лену сейчас вот передают в Министерство культуры. То есть он становится государственным предприятием и, скорее всего, наверное, будет частью, скажем так, Сахафильма. Да? Это вот давнишняя мечта еще того Сахафильма, который когда-то создался, чтобы он имел свой кинотеатр. И они жили в одном здании, и сейчас они, по-моему, ну, скоро объединятся. Да. Республиканская собственность там немножко по-другому, но как бы... Не, вы уже все произошло это или нет? Это и есть республиканская собственность, то есть Лена, она арендовала помещение, которое Да. находилось в Ну, республиканской тогда вы с собственности. Леной что сделали? Вы ее взяли к себе или вы ее закрыли? Сейчас идет процесс, еще не произошел переход, но мы работаем с тем, чтобы они перешли. Ага. Сам То есть вы коллектив перешел. решили вот поддержать муниципальные кинотеатры и взяли Да. на финансирование целый кинотеатр. По муниципальным кинотеатрам надо сказать, что им гораздо легче, чем частным кинопрокатчикам, поскольку частные кинопрокатчики, они, конечно, в других условиях находятся, им нужно обеспечивать персонал, и это основная часть расходов. У них фактически все доходы уходили на персонал. Если в муниципальных учреждениях находится система кинопроката, то, соответственно, штатные единицы, они обеспечиваются бюджетным финансированием. Здесь, конечно, легче. А вот эти вот ваши меры поддержки, которые сейчас правительство разрабатывает, они будут направлены на
всех кинопрокатчиков? Они разработаны, они утверждены Или уже только на 24 муниципальных, марта. Они касаются всех кинотеатров, но они еще не в полной мере реализованы. Вы знаете, что очень такая нестабильная ситуация была в марте, и все, конечно, хотели ну, как можно активнее вот, принять какие-то действенные меры, и у многих наших кинопроизводителей, кинопрокатчиков тоже была ну, как бы ситуация такая, что им необходима была поддержка, поэтому мы встречались, обсуждали, вырабатывали эти меры. И, ну, к сожалению, у нас, вот, допустим, система оповещения и продажи билетов в электронной форме. Вы знаете, у нас существовал популярный портал, где, ну, в принципе, все пользовались этой системой. У нас в этом отношении тоже мы обсуждали, вот, каким образом мы можем это решить. Сейчас уже выработали с ЯСИ агентством, Якутское Саха-информационное агентство, такую систему, которую мы в ближайшее время запустим. Сейчас скоро всех соберем и объясним, как она будет работать, поскольку ну, все будут участвовать в заполнении этого портала. Кинотеатр в год показывает от 100 до 150-200 фильмов должен показывать. Вот Сардана сейчас сказала, в месяц один фильм. Это значит 12 фильмов якутских может выйти за год. А нам надо показывать 100 фильмов. Ну, 10-15 Где мы картин берем обычно же у нас остальные в год, фильмы? да? Вот сейчас в этом главный вопрос. Все говорят, давайте индийское вернем, там, я не знаю, кто пойдет на это индийское, там, еще что-то там, да, еще что-то там. Наша молодежь за последние 20 лет, за 30 они лет сели на очень Голливуд. сильно научились смотреть Голливуд. Да. Они, 30 у лет. них уже эта потребность. И они сейчас, честно говоря, вот только какими-то пиратскими там фильмами, там, не знаю, в интернете сидят и смотрят. Благодаря там есть несколько сайтов, которые показывают эти фильмы. И благодаря этому они сильно не шебуршат, смотрят. А вот то, что говорили, что у нас вообще пиратство разрешат на Ну, на самом уровне деле, это, страны. мне кажется, почти что разрешено, потому что я был во многих городах вот России, в Екатеринбурге был, в Новосибирске был. Там спокойно идет «Бэтмен» в больших кинозалах. И все нормально, никаких проблем Летучая нету. мышь называли. Да, это только у нас в Якутии есть такие люди, которые вот, у нас конкуренция. Да, если кто-то что-то сделает, там, сразу, там, тук-тук-тук-тук-тук-тук, там, вот это вот, да, я не знаю, это вот, видать, еще со времен, не знаю, Советского Союза что-то осталось, да, то есть мы это не делаем, но а в других городах уже спокойно все это дело происходит. В России в основном все кинотеатры частные. И частные организации, они берут и делают все, что Да, им конечно. бредет в голову, лишь бы спасти каким-то образом свой бизнес. Да? Правильно делают. А у нас в основном все-таки прогосударственные, в основном муниципальные кинотеатры и так далее. И если Александр Джурович сейчас начнет показывать там Бэтмена? пиратского Бэтмена, в любом случае что-то произойдет, да, возбудится какое-то дело, возможно, да, потому что на территории Российской Федерации нельзя на самом деле показывать фильмы, которые не имеют прокатного удостоверения. Тот же «Бэтмен», он без прокатного удостоверения. Соответственно, Почему? Есть у него прокатное удостоверение, есть у него, Он же оно выходил успело здесь, получить, да, оно должно было уже, все, завтра должен был показываться, И закрылся. и в этот день, за один день нам просто правообладатель позвонил и сказал, мы запрещаем. ну, Билеты же вот, продавали. вот, еще есть нарушение авторских Ну, прав. это, конечно, там и так далее. могли Вот это все очень делать, много но нюансов. И это действительно может как-то негативно сказаться и как на республику, да, то есть мы считаем, что все-таки мы кинорегион, который должен все-таки как-то законно. Ну, кстати, корейское осуществлять кино деятельность. может зайти, потому что молодежь ориентирована, конечно, на Голливуд вся в России в целом, но вот у нас, в частности, в Якутске, очень популярна корейская культура. Были попытки. Вот И- Емельян пытался же, да? Это Нет, были разовые показы. сейчас Да, в мы основном, приводили целые группы даже. проблема, каким образом перечислять деньги зарубежным каким-то компаниям. Да, Да, там поэтому тоже нюансы. пока что не заносят сюда зарубежное кино в Россию. Это очень сложно сделать. Вот у нас фильм, допустим, «Рядовой Чарин», его готовы показывать и в США, и где-то еще, но каким образом они нам будут отчислять свои деньги? Вот эта вот система Здесь вот Конечно. эта вот проблема, да? И пока этот вопрос не решится, Иностранного кино у пока, нас не пока будет. не будет иностранного кино, да, я надеюсь, что и наше в кино ближайшее не время может это будет. выйти туда. Да. Вот что самое плохое. Вот производство наше сейчас застрянет из-за того, что они только в Якутске могут показать и в Москве. Все.
Выходила информация о том, что Министерство культуры не поддержало инициативу насчет предоставления 6,4 миллиардов рублей на поддержку кинотеатров. Да? Дело в том, что Минкульт России тоже думает, каким образом поддержать все-таки эти кинотеатры, да, и они очень сейчас надеются на то, что летом Голливуд начнет возвращаться, ну, то есть западное кино начнет потихоньку возвращаться. И в этом случае кинотеатрам не нужно будет давать миллиарда. рыбу, а каким-то образом лучше они хотят дать удочку, то есть поддержка должна быть немножко другой. Нашим кинотеатрам, по идее, ну, в целом по России, на самом деле нужно немножко подумать над форматом. На самом деле советская индустрия кино, она была очень сильно развитой. После перестроечного времени эта индустрия вся рухнула, и ее восстановил кто? Запад. Вот «Титаник» пришел с фильмом, да, они начали пока учить Россию, как снимать кино, какое кино снимать, на чем показывать, на чем снимать там, и так далее. И вот эта вот школа кино, которая пришла из Запада, вот эта технология производства и показа кино. Сейчас короткая пауза, буквально через пару минут мы вернемся к обсуждению нашей темы. Она внедрилась в нас и вот в течение там, 30 лет буквально диктует свои условия. Мы в кинотеатрах своих не имеем права менять репертуар. То есть нас заставляют договорами писать, какие фильмы мы должны крутить, сколько сеансов мы должны ставить и так далее. И сейчас получается немножко обратная вот сторона. То есть мы возвращаемся в то время, когда опять вся система, построенная Западом, как и система, построенная Советским Союзом, начала рушиться. И нам действительно нужно сейчас включать некое импортозамещение. Что-то новое строить, да? Да, новую это систему. должно быть немножко другое. Оно должно немного отличаться. Оно не должно сильно зависеть от Запада. Вот Запад водопровод проложил Вот и воду сейчас перекрыл. очень большой интерес идет к системе малого кино, которая вот тоже у нас Да. в республике она появилась. И, в принципе, мы дальше сейчас не останавливаемся. Вот буквально сейчас вот подали заявки еще на создание новых кинотеатров в республике Саха-Якутия. И есть запрос, вот Петр рассказывал о том, что есть запрос именно по системе малых кинотеатров с учетом того, чтобы создавать это оборудование из китайских составляющих. Ну и, может быть, действительно Якутия как регион, где все-таки есть кинопроизводство, да, свое, может стать каким-то вот, ну, таким базовым У примером нас для ситуация других лучше. российских У нас регионов. все-таки лучше ситуация. Да. Из-за того, что именно есть свое кино. Во-первых, из-за того, что есть свое кино, во-вторых, из-за того, что кинотеатры все у нас тоже наши. Местные, не федеральные Если сети. бы сюда зашли крупные сети, они бы тоже диктовали свои условия, и если нужно было закрывать кого-то, и уже закрыли бы, да. А мы все-таки стараемся держаться и продолжать работу. У нас действительно очень. Но вот вы тесно всё сказали, что 100 фильмов в год примерно должно выходить, да, из них получается там якутское кино может занять там только 10%. Я вот хочу спросить о производителей. Вот эти вот 10-15 картин в год, которые выходят у нас, это потолок наш? Или если бы было там, ну не знаю, больше финансирования, выходило бы больше картин? Мне кажется, выходило бы больше. Гораздо больше могло Да, выходить, было бы больше, было бы финансирование До 100 постоянно. фильмов можно было бы довести. Ну, до 100 в год, вероятно, но, по крайней Я мере, думаю, 30% рынка попробовать заполнить. Это можно было бы, если было Но бы здесь качество тоже. финансирование. У нас все-таки иногда как бы количество с качеством не всегда совпадает. Да, у нас были годы, когда было больше, 20, чем 20 с 10, лишним до фильмов в год 20 выходило, да. картин доходило. Но они были другого Нет, качества. я имею в виду вот мощности именно это производственные, потому что, уже допустим, вопрос все к режиссерам, арендуют так же тоже ведь? оборудование Которые у Сахафильма, снимали да, фильмы. все Могли независимые. вот там. тоже, эти да, 300 тоже миллионов на сложный вопрос. Чингисхана могли бы распределить на другие киностудии, и каждому по 10 миллионов дали бы, там появилось бы 30 фильмов и 30 киностудий. Но их взяла одна компания и до свидания. Ну, давайте у Любови как раз-таки спросим, сколько занимает времени производство одного фильма, может быть, в какую сумму обходится примерно хотя бы. И, может быть, о своем новом проекте расскажете как раз заодно. Ну, давайте на своем примере расскажу. Да, на своем примере как раз. Осенью выйдет фильм. Считай, год я писала сценарий, переписывала с москвичами, потому что у нас копродукция.
Мы получили федеральное финансирование 20 миллионов. Еще 9 республика добавила. То есть 1 год только сценарий. Только сценарий Только 1 год. сценарий, да. Участвовали в конкурсе, выигрывали, потом еще переделали несколько драфтов. И Ну, я, вот, насколько знаю, это вообще первый случай, когда якутское кино выиграло федеральные деньги. ну, да? до этого тоже будет. Там, Попытки Джилур же тоже, попытки были? считай, копродукция. Да. Да. Джулур, например, тоже получил. Ну, можем сказать, Московская Сахафилин компания впервые получила. получил. Да. Вот 1 год вот сценарий только. Следующий год это полгода подготовка, полгода, и месяц съемка, и полгода продаж. То есть уже 2 года идет. Вот сейчас пошел 3-й год. Все еще мы на постпродакшене. То есть еще постпродакшн, это сколько времени займет примерно? И Ну, полгода, вот может, осенью год выйдет. занять, То да? есть уже 3 То есть года. ближе к осени, только вот, в принципе, можно сказать, один фильм, ну, года 3 примерно его производства, да, 2-3 года 2,5. где-то тогда. 2,5. Ну, нормальный фильм 2. Вот и хотела акцентировать внимание на проблеме, что в этом году только кажется, что все нормально, фильмы есть, которые можно показывать. А это же накопившиеся фильмы за 2 года, которые во время пандемии не показывались толком, да, которые Да-да. придерживали. А что будем показывать в следующем году, это уже вопрос. Сейчас уже середина года, денег до сих пор нет. А в прошлом году еще, в прошлом, позапрошлом, Синет выдавал деньги. Сейчас этих денег не будет. То есть ни частных денег нет, ни бюджетных. К сожалению, ну вот есть сложности в целом, да, по всем отраслям, не только по нашей отрасли. У нас, к сожалению, сейчас вот определенности, конечно, нет. Ну, действительно, проблема очень острая, поскольку съемочный период обычно летний, Обычно обычно летний, летом да, поэтому снимают, уже- да, и ну, вот, конечно, в настоящее время мы решаем этот вопрос, но не могу сказать. И точный получается, ответ. что если вот буквально в ближайшие месяца 2 деньги не выделят, То этот сезон кинотеатры уже- в следующем году точно закроются, если не в этом году. На самом деле, вот я упомянула уже про закон. Я надеюсь, что вот с принятием закона как раз-таки систематизация, возможно, произойдет, потому что вот Владислав Валерьевич объясняет, что это как бы сложная, да, субсидии, когда там бюджетные это будут рассматривать и так далее. А если закон, возможно, примется и будет какая-то программа уже, что вот есть закон, есть кино, давайте его ежегодно финансировать. Тогда может стабилизация. Вот если такая ситуация будет, ежегодно будет выделяться, то, соответственно, выживут и производители, и прокатчики. Еще надеемся вот на те субсидии, которые на федеральном уровне Да. тоже выделяются. Вот был недавно конкурс по документальному кино, и наши кинопроизводители получили эти субсидии. И у нас на самом деле расширяется сотрудничество с федеральными компаниями. Наши кинопроизводители, они сотрудничают с федеральными, вместе участвуют в конкурсе. Мы со своей стороны, конечно, вот наши обязательства будем стараться выполнить в срок. Поскольку сейчас такой возможности нет, то нужно пытаться вот участвовать в федеральных конкурсах. Такая Но федеральное возможность финансирование же расширяется. увеличили, да? Там, Увеличили до именно по кинопроизводству. почти до полумиллиарда рублей, Да, насколько да, знаю. именно по кинопроизводству. Вообще сейчас идет тенденция такая, как бы ощущение децентрализации, потому что, ну, понятно, что есть такая ситуация, да, что благодаря, кстати, якутскому кино вообще интерес к регионам очень возрос, к региональному кино. Поэтому очень много вот проектов, вот то, что сейчас Владислав Валерьевич озвучил, конкурс там по вот, разработке документальных проектов, очень много фондов, там ИРИ, вот этот фонд региональный, ну, просто, конечно, надо в этом разбираться, естественно, это только начало, понимаете, может быть, еще не дошло до всех, но мне кажется, таких проектов будет больше и больше, просто надо в этом учиться разбираться. В прошлом Опять же, да? году появился фонд регионального кино, и мы туда в состав учредителей вошли. Впервые это то, что мы давно инициировали, давно предлагали, чтобы был создан фонд по созданию кино именно для региональных кинопроизводителей. Пока что это только документальное, но потом они планируют и игровое. С И- КРФ. Да, и мы там участвуем уже, причем участвуем не финансово, мы участвуем как эксперты, и мы определяем, допустим, экспертное жюри, которое определяет потом победителей. И они тоже вот недавно подвели итоги, тоже там есть наши участники. Пара То есть Якутия получивших. свою Да. экспертизу уже... Да. Ну, это, получается, те ребята, которые уже имеют опыт, обычно получают уже какой-то результат, потому что надо как бы, учиться, и уже крупные, скажем, вот эти студии, И которые там имеют очень опыт, крупное они финансирование идет. Там подаются уже. как бы многомиллионные проекты, гораздо больше, чем наши вот кинопроизводители получают из нашего бюджета. Я хочу опять А? одну проблему озвучить. Вот мы говорим, нам нужно 30 фильмов в год хотя бы, да? А мы же ограничены еще материально-технической базой. То есть съемка в Съемочное среднем оборудование. 1 месяц идет, да? Почему 12 фильмов в год снимают? Потому что кинокамера одна, люди одни и стоят те в же. очередь И они на переходят камеру. месяц. Ага, ну вот я Так и поэтому, выходит, я что поэтому и 12 спросила, фильмов в год. сколько Это наш фильмов потолок. Нет, Зардана сказала 30.
Это мы при субсидировании, если была возможность. Конечно, но это же не означает, что только на Прямо производство сейчас, если, приобретаешь допустим, оборудование, материально-техническую базу, деньги появляются. А сейчас пока есть только один, ну, скажем, условно, 2 комплекта у нас есть, да? Ну, а кинокамера одна. Нет, но Ария, если, Алекс. но если вложить деньги, если приобрести Да, дополнительное приобрести. оборудование... Плюс еще люди же, Да. команда. То есть, ну, от силы, когда 2 параллельные съемки, они уже начинают... Вы знаете, что вот как раз специалистов. блок ассистентов у нас один и тот же, если честно. Они с проекта, вот сейчас летом, это самый такой сезон, когда ребята начинают от проекта в проект. Уже заранее договариваются, у нас уже там, у них свои как бы тарифы и так далее, да, потому что лето обычно самый такой съемочный от период. съемок к съемке Все лето снимает. переезжает, как вахтовым методом, можно сказать. Вот эти- То есть прямо сейчас мы 30 фильмов в год не в состоянии. Потому что и людей-то не хватает, если честно. Так вот. То есть у нас такая... Ну, хоть и можно же каким маленькая- образом решить ситуацию? Можно привлекать со стороны. То есть команда же приезжает. Вот сейчас, например, мы поддержали проект Сахафильм в плане рентала, там и реквизиты бесплатно дали. И павильон они зашли. Это компания Мемесис, что ли называется, московская студия, которая снимает сейчас фильм «Белый пароход». Молодая команда московская. Ну, там часть продюсеров местные наши, Степан Бурнышев там заявлен, с Димой Давыдовым. Ну, и вот они снимают эту работу. То есть там они привезли часть команды с собой, с Москвы. Ага, ну, совместный проект совместно такой, да? То есть такой опыт у нас уже есть, когда совместно там часть, скажем, местная команда, часть приезжие. Таких опытов уже было много. Да, причем совместные были даже с Болгарией, по-моему, да? вот Или... как раз мы там работали. Переезд — это уже удорожание производства, считай. Поэтому многие хотят оттуда, когда едут, спрашивают, есть ли у вас вот возможность как бы сэкономить на том, что вот как раз ассистенты, это часть команды, да, вот художественный департамент, там реквизиторы, художники, там вот гримеры и так далее, вот костюмеры, чтобы они были на местах, чтобы их не везти оттуда. Ага. А кого больше, вот каких больше всего кадров не хватает? Мы еще давно, помнишь ли, вот делали такую выборку, анкетирование. У нас вот киноклуб, кстати, мы его возродили, вот во время киноклуба мы раздавали всем анкеты. Кто ты? Ну, то есть у нас большинство же не имеет профессионального образования, но многие мечтали работать, и как они себя позиционируют. Оказалось, что из списка все режиссеры. Знаете, у нас такая шкала была, больше всех было Реально режиссеров. работающих. Потом вторым шли операторы, ну, техническое, вот, операторское направление, да. И совсем мало было там вот сценарное дело, там художник по гриму, там вот так вот. Звукорежиссеры, Звукорежиссеров очень мало. звукооператоры. Сразу видно по графике, кого мало, скажем, какого сектора меньше. Художники, представлено. постановщики. Так вот. Каждый мечтает быть режиссером. Ну, а наши кинотеатры, сами какие выходы, может быть, видите из ситуации, как планируете дальше жить, если вдруг представим ситуацию, что не будет финансирования? Каким образом, может быть, есть какие-то идеи или предложения, каким образом решать эти трудности, которые возникли у нас у всех? Предложения есть, идеи есть. Ну, на самом деле, ни один регион, наверное, не может похвастаться даже 12 картинами, которые мы говорим, что это мало. На самом деле это много. Для небольшого такого региона относительно, да, это большое количество фильмов. И если вот посмотреть экономику, у нас в прошлом году, несмотря на пандемию и так далее, был побит рекорд по сборам. Там мы раньше собирали в год там, 40 миллионов, в прошлом году мы собрали 60 миллионов на якутском кино. Но это произошло благодаря увеличению количества фильмов. Если мы раньше 40 миллионов собирали там, с 6 фильмами или 7 фильмами, в прошлом году там 12-4 картин выходило, и они собрали. И средний сбор одного фильма, он на самом деле сократился. И это не нравится, конечно, продюсерам фильмов, потому что они стали зарабатывать меньше, но за счет выпуска большого количества Кинотеатрам стало кинотеатрам стало как бы лучше, да? Поэтому качество кино действительно имеет большую роль. Пусть будет 12 фильмов, но пусть они будут качественные, которые можно крутить долго, на которые будет ходить зритель, да? Вот. Что касается прокатной истории, вот Исаак Валерьевич сказал, что мы в этом году открываем 10 кинозалов по своей технологии. То есть мы разработали специальную платформу цифровую и разработали, несколько лет над этим работали, разработали свой кинопроектор. То есть мы занимаемся сейчас импортозамещением, да, в отрасли. Дело в том, что мы когда столкнулись с вопросом открытия кинозалов в маленьких населенных пунктах, мы к чему пришли? Есть оборудование, DCP, вот эти вот технология, которая Западом придумана, она очень дорогая для того, чтобы в маленьком населенном пункте можно было кино крутить.
У нас как в республике, так и в стране огромное количество домов культуры. Ни в одной стране такого института домов культуры нет. Почему бы там в цифровой век не показывать кино? Это не пленку производить, как в советское время, там производили пленку, доставляли в каждый клуб, это было очень сложно, да. А сейчас, на самом деле, имея зал, имея кресло, имея звук, почему бы не показать там хотя бы свое кино якутское, да? И мы над этим вопросом очень давно работали и пришли к тому, что необходимо обеспечить безопасность, потому что если сейчас, раньше пленку нельзя было спиратить, а сейчас любой электронный носитель, он предоставляет услугу. Вот Люба, допустим, сняла фильм, дала в какой-нибудь клуб на флешке, грубо говоря, да, показать его, а его спиратели, все, фильм провалится, потому что все потенциальные зрители в Якутии, они посмотрят его через наши телеграм-каналы там, и так далее. Да? Это у нас уже происходило, и мы озаботились И у нас о том, постоянно чтобы... сериалы воруют. Да. И вот мы озаботились о том, чтобы была обеспечена безопасность. Мы создали проектор, с которого нельзя украсть этот контент. Он в зашифрованном виде приходит в Дом культуры, его показывают, отчитываются, и правообладатель видит, сколько зрителей на него сходило и так далее через эту платформу. Этот проект мы запускаем осенью, и 10 первых сельских клубов оснастим этим делом. Кстати, этой технологией уже заинтересовались федералы. Минпромторг заинтересовался и так далее. Да? То есть мы эту сеть расширим на всю страну, это довольно легко Слушайте, сделать. это прям вообще... Ну да, то есть мы умеем производить не только кино, но и изобретать оборудование для него, Да, да, получается? да, Для да. проката. Да, совершенно. То есть, а почему вы этим озаботились импортозамещением до этого всего? Потому что у нас Дорого стояло- было американскую технологию покупать, Да, да? у нас стояла задача показать кино во всех наших деревнях. Имея сельский клуб, почему бы там кино не показать? Каким образом это сделать? Малонаселенных пунктов, Да. чего нет в других регионах. Да. А территория-то огромная, поэтому это уже давнишний проект, и надеемся, что... Ага, и очень вовремя он Сейчас, да. оказывается... Да, мы изначально проектор разработали с японской компанией. Они нам его произвели, но в из-за последних событий мы отказались с ними работать. И сейчас уже российское производство, сборка этих проекторов происходит здесь. В том числе и в Якутии будем собирать. Вот. Ну, это прям крутая Это новость. Очень Да, дешево. Будет иметь, появится возможность в любом доме культуры или образования показать кино. То есть их можно даже и в школах показывать, то есть эти те же 100 рекомендованных фильмов там, и так далее, и так далее. Это, в принципе, реализуемо. То есть даже при И- самом плохом раскладе у нас все равно останется при должной поддержке свое кино и своя система показа кино. Почему вообще якутское кино выстрелило? Почему, откуда появился кинобум якутский? Да? На самом деле это история Сахафильма. Сахафильму, вот Сардан сказал, 30 лет, да? Какой год это был, вспомните? 92-й год, когда вся индустрия кино рухнула. Что сделали наши власти? Михаил Ефимович, Андрей Савич. Андрей Савич, когда пришел министром, он в 91 году приходит, в 92 году они запускают Сахафильм. Когда во всей стране все рушится, они начинают создавать. И вот это вот создало фундамент для того, чтобы появился якутское кино. Поэтому мы впереди всех других регионов, потому что пошли раньше к этому делу. Ну и потому что была база какая-то, Да, да? появилась вот база. У нас начали ребят отправлять на учебу там, и так далее, и так далее. Вот эта вот история, она действительно сделала огромный фундамент для того, чтобы появилось в последующем интерес к кино там, и так далее. И сейчас вот то, что мы развиваем вот эту вот технологию свою, она тоже, я думаю, способствует и развитию там. Любой кризис — это тоже время возможностей. Опять же, все должны, общими усилиями мы, во-первых, преодолеем все эти трудности, и, во-вторых, каждый должен подумать, какие возможности у него появляются. И на самом деле, сейчас тоже такое же время, когда можно что-то поменять, скажем, в нашу сторону. На этой замечательной ноте предлагаю завершить. Ну да, на этой хорошей и приятной, наверное, для нас всех мысли мы завершим нашу передачу. Еще напомню, сегодня мы обсуждали проблему наших кинотеатров. Что мы поняли сегодня? Мы поняли, что при предложенном финансировании наше кино будет жить, развиваться, и у нас всегда будут полные кинозалы. Ну,
Примерно так. Это была программа «Якутия Лайв». С вами были Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.